Талгат Бигельдинов – легендарная личность, его жизнь и подвиг остались в летописи Второй мировой войны яркой страницей. Боевыми подвигами была наполнена юность, а впереди еще была долгая жизнь. После войны вернулся прославленный летчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза в родной Казахстан. Об этом герое будет сегодня наш рассказ. В январе 1943 года Талгат Бигельдинов прибыл на Калининский фронт в состав 800-го штурмового авиационного полка 292-й штурмовой дивизии. Ему дали самолет с номером 13. Оказалось, что никто из летчиков не желал на него садиться, да и весь самолет был повсюду подбитый, да еще и с настораживающим номером. Но Талгата это не испугало. В первый же вылет всех летчиков подбили, кроме штурмовика Бигельдинова. Талгат Бигельдинов перед каждым вылетом читал молитву, которой его научила прабабушка, и был уверен, что снаряд не попадет, Аллах сбережет. В одиночном бою летчик на Иле номер 13 сбил немецкого аса, любимчика фюрера майора фон Дитриха, награжденного крестами за подвиги в Испании, Франции, на Балканах, на счету которого было около 200 боевых вылетов, много сбитых самолетов. Немецкий ас не мог поверить, что его сбил сержант, имеющий всего 8 боевых вылетов. Немцы до конца войны дали прозвище самолета Талгата Бигельдинова «Черная смерть». Талгат Бигельдинов, казах, советский летчик-штурмовик, участник Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Казахстана, совершил 305 боевых вылетов. Талгат Якубович Бигельдинов родился 5 августа 1922 году в Акмолинской области. Детство и юность провел в Бишкеке. В 1940 году в возрасте 16 лет он поступил в Балашовскую военную авиационную школу пилотов. Позднее его перевели в Чкаловское военное авиационное училище в Оренбурге, которое он окончил в 1942 году. В 1943 году Талгат Бигельдинов прибыл на Калининский фронт, сражался на штурмовом самолете Ил-2 в 800-м штурмовом авиационном полку 296-й дивизии, входил в состав эскадрильи Героя Советского Союза Степана Пошивальникова, был его заместителем. В октябре 1944 году за отвагу и боевое мастерство, проявленные при освобождении городов Знаменка, Кривоград, избитые 4 вражеских самолета, гвардии старшему лейтенанту Талгату Бигельдинову было присвоено звание Героя Советского Союза. Той же осенью в звании капитана его назначили командиром эскадрильи 144-го гвардейского штурмового авиационного полка 9-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 1-го Украинского фронта. В июне 1945 году за умелое руководство эскадрильи и боевые подвиги при штурмовке скопления вражеских войск и техники в боях за Краков, Опель, Катовице, Бреслау и Берлин Талгат Бигельдинова наградили второй медалью «Золотая звезда» и званием Героя Советского Союза. За годы войны он совершил более 300 боевых вылетов, сбил 7 самолетов противника в групповых воздушных боях на Курской дуге и Украине, в Яско-Кишневской, Берлинской и Парижской операциях. Талгат Бигельдинов участвовал в Параде Победы в Москве в 1945 году. Талгат Бигельдинов скончался 10 ноября 2014 года в Алматы в возрасте 92 года. Он был награжден орденами Ленина, Александра Невского, Красного Знамени дважды, Отечественной войны 1 и 2 степени, Красной Звезды Славы 3 степени, орденом Отан Данг 1 степени и множество медалей. В 2014 году о нем также был снят фильм «Подняться в воздух». Если вам понравилось это видео, прошу вас, нажмите лайк. Если не понравилось это видео, прошу вас, поставьте дизлайк. А также прошу вас, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого видео.
Всем спасибо, что вы были со мной. Всем пока, всем добра, всем крепкого здоровья и удачи всем.